Астанда, приветствую вас. Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали в Италию, как получилось вам там учиться и на кого вы там учились? Расскажите. Здравствуйте, Арифа, спасибо, что пригласили. Я вообще не часто даю интервью, и для меня это не такой постоянный опыт, и я немного нервничаю, но хотела бы рассказать про свой долгий путь. Мне было очень нелегко попасть на учебу в Италию. В 2016 году окончила Московский университет, и после окончания университета приняла решение о том, что я хотела бы 3 года поработать в своей стране. Я отработала 3 года в Министерстве финансов, управлении казначейства, и это был очень незабываемый опыт. Я бы хотела сказать, что там все очень талантливые молодые люди. Я очень много старалась, чтобы поступить по программе Чивнинг, по программе Рондина, и очень много программ, на которые я подалась, но у меня всегда что-то не складывалось, и поэтому я как-то с мамой сходила в Министерство иностранных дел, и нам там сказал один человек, говорит: если у вас есть диплом Российской Федерации, Московского вуза, выбирайте любую программу, поступайте напрямую, не ждите никаких, к примеру, Мгм. поддержек, не ждите никакой стипендии, действуйте сами. И как-то мне пришла вот эта идея, что почему я не могу поступить сама. Естественно, я нашла информацию, естественно, очень много было информации ненужной, было нужной. Потом где-то мне приходилось, естественно, тратить свои личные средства на перевод документов, на поиски информации, на всякие консультации у чужих людей, чтобы понять, как же мне поступить самостоятельно. Я поступила напрямую в университет Ла Сапиенца ди Рома на программу магистра двухлетнюю. Сейчас я закончила, пишу диплом по этой программе. То есть диплом тоже это такая интересная тема, потому что если ты родом из Абхазии, вот очень много девочек, которые в Лондоне отучились, они со мной связывались, они писали диплом, тоже связанный с Абхазией. И очень тяжело писать что-то, связанное с Абхазией, потому что недостаточно статистических данных. Мой научный руководитель мне всегда говорит: я бы с удовольствием разрешил бы тебе писать про Абхазию, но понимаешь, у тебя нет даты, тебе придется брать интервью у каждого лично, вручную, выполнять очень большое количество работы. Хотела бы ты затратить, к примеру, год на написание диплома, ну, потому что он будет связан с Абхазией. И я всегда думаю, да, конечно бы я хотела бы что-то сделать для своей родины. И на самом деле я до сих пор работаю над дипломом только потому, что я выбрала тему не очень легкую, и эта тема связана с Абхазией, связана с желанием женщин получать образование, девушек таких же, как и я, молодых, перспективных, амбициозных, которые хотят получать образование где-то и возвращаться, ну, домой, либо как-то открывать проекты, связанные с улучшением качества жизни людей. Хотела бы, чтобы вы все-таки уточнили, как называется тема вашей дипломной и на кого вы учились, получается. Значит, я училась на простой программе бизнес-менеджмент. Как бы она не совсем простая и легкая, как кажется всем, но у меня всегда был математический, аналитический склад ума, и поэтому я первое образование получала в экономической сфере, у меня был диплом экономиста, и второе образование у меня было бизнес-менеджмент, то есть магистратура у меня была бизнес-менеджмент. Мгм. Я специально сделала перерыв между первым и вторым, чтобы понять, что бы я хотела бы изучать во втором образовании. Но когда я пришла к профессору говорить о том, что я хотела бы писать на тему образования, он мне сказал: тебе надо связываться с историком, ты можешь писать ну, то есть ты можешь писать диплом с историком, который нам вел курс истории, ты можешь говорить об истории женщин и их проблемах при желании обучаться, там, к примеру, в университете. То есть я могу узкую тему под тему раскрывать, вот проблемы женщин, проблемы получения их образования, я могу раскрывать только с помощью истории, потому что история — это то, что
было 50 лет назад. Поэтому мой профессор сказал, если ты настолько амбициозна и хотела бы писать про историю женщин, которые хотели бы получить образование, то эту тему можно развивать и можно найти более такой узкий вопрос, на который твоя дипломная работа найдет ответ. Как сейчас ты делишься опытом с другими ребятами, как конкретно возможно им помочь? Вот как это все происходит, механизм? С первых дней, когда я приехала в Рим, я поняла, что можно как бы уже будучи студенткой первого курса начать рассказывать людям, что вот уже есть возможность вам на следующий год поступить, через год, через два, но сейчас вы уже будете готовы. Я также ездила в ВАГУ, рассказывала детям, что вот вы сейчас как бы студенты бакалавра, вы учитесь в ВАГУ, и потом в дальнейшем вы бы могли бы выбрать любую магистратуру и продолжить свое обучение. И я делаю иногда простые презентации для того, чтобы просто мотивировать своих сверстников, рассказывая им, вот есть такая программа, есть такая программа. На этих консультациях я очень открыто рассказываю, что мне было очень сложно, чтобы дети не думали, что это так легко взять, переехать в чужую страну, где ты не знаешь языка, где ты не разговариваешь на итальянском, где ты только знаешь английский, который особо, естественно, итальянцы не хотят использовать, они предпочитают использовать свой родной язык. Как только я выучила итальянский язык, передо мной открылись большие возможности. Я стала понимать их культуру, стала понимать жизнь в Италии больше. И поэтому я также на консультациях говорю, что я нашла бесплатные курсы по изучению итальянского языка. Я нашла очень много всего, что могло бы облегчить жизнь тех, кто потом в дальнейшем соберется учиться в Италии. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли интерес к Абхазии, там, где вы живете, и вообще рассказываете ли вы о своей родине? Я думаю, что тем более владея несколькими языками, это уже гораздо проще сделать. Я знаю, что вы бываете на различных форумах, конференциях. Расскажите об этом. Значит, я вообще так поняла, что нету рабочих часов, а есть как бы ни учебных, ни рабочих, нет вообще ничего, есть постоянное желание что-то сделать. И я даже в перелетах между, там, допустим, Абхазией, там, через Сочи в Турцию, из Турции в Рим или через Армению, откуда бы мне не приходилось делать пересадку и доехать до своей учебы, я всегда вожу с собой как визитную карточку. Вот я вожу книжку, это даже как бы уже стало привычкой. Я беру Показываешь ноутбук, красоты книжку. Абхазии, да? Показываешь Я рассказываю про красоты Абхазии, вообще про нашу страну, откуда я родом. Также здесь есть полет над Абхазией, здесь каждый город. И я стала помогать нашим соотечественникам здесь, которые уже сюда приехали. Они сталкиваются с многими проблемами, с которыми я уже когда-то столкнулась. Я решила, что я могу этим соотечественникам облегчить путь. Всем говорю, что нужно делать, как сэкономить время, как сэкономить ресурсы. То есть всем помогаю, либо с жилищным вопросом, либо с каким-нибудь, не знаю, вопросом в налоговой, либо с вопросом получения финансирования, стипендии. То есть я стала помогать просто людям, и даже не только соотечественникам, а также всем иностранцам из СНГ, просто советами. Астанда, благодарю вас за это интервью. Желаю вам удачи дальше тоже.